Но я думаю, что на сей момент, вот я просто скажу, что мы сейчас обследовали около 300 уже объектов в городе Сыктывкаре и назвали только 2, которые можно принять за комфортное для нас. И вот одно из них это как раз вот этот центр. Этот объект, он адаптировался именно с нашим участием. То есть мы подсказывали, как это лучше для людей, имеющих проблемы передвижения, слуха, зрения, как удобнее это сделать. И вот сейчас посмотрим. Но все равно у нас проблема была, потому что мы строили все равно не с нуля, а встраивались, поэтому, конечно, не все совсем пришли. Направо. И есть специализированный зал для инвалидов. Для инвалидов, да. Ну, конечно, да. И специализированный раздевалка. Это специально для слабовидящих. Это для слепых. На ощупь, когда они идут, то они ощущают вот эти палочки своими. Видите, здесь идет движение. То есть каким образом уложена плиточка, вот это вот движение вперед, это движение, значит, можно пройти туда. Вот эти вот пупырышки, они показывают, что будет дверь. То есть будьте осторожны, будет дверь. Это вот направляющее для тех людей. Для нас это неудобно, но для людей, которые не видят, это очень хорошо. Очень мыть неудобно. И мыть неудобно. Да, они чувствуют, они очень чувствуют стопами и ногами. Но я вот сразу говорю, что мы все обсуждали уже, при малейшей возможности здесь все равно придется вот это менять. Как не хотите, но я вот расскажу. Вот смотрите, это любой здравомыслящий человек, да, один поручик, высота 90, второй 70. Каким образом человек может этим воспользоваться? Ну, я не знаю, честно. Лучше? Я просто хочу сказать, что адаптация все равно еще требуется, хотя это очень уже такой достаточно подготовленный объект, но все равно еще его адаптировать придется. Как раз инвалидов у нас есть ставка инструктора заведена, и наша задача подготовить виды спорта, которые будут в дальнейшем выезжать, мы будем на спартакиаду инвалидов. Да, здесь мы, в принципе, сейчас совместно работу ведем. Я думаю, группу мы наберем. Единственная проблема, конечно, у нас это доставка. Ну, не единственная, но самая основная проблема – это доставка. А вот здесь, конечно, хотелось бы на наш комплекс иметь специализированную технику, чтобы мы могли по заявке привозить. Сколько вы работаете у нас в комплексе? Вы его открыли? Нет, мы открыли в первую очередь, это только основной зал, а этот работает меньше года. Спорта инвалидов, и у нас с ними сейчас есть договорные отношения у нашей организации, и мы занимаемся как раз мониторингом, поиском людей, потому что возможности заниматься не было, и люди как бы они очень тяжело организовать, особенно да. в игровые виды спорта. Они есть, но они вот каждый сам по себе где-то. Поэтому наша задача сейчас все скумулировать абсолютно здесь, то, что мы начали делать абсолютно. Единственная проблема, действительно, Степан Викторович совершенно прав, что людей очень сильно пугает, расположение объекта. Таким образом, что сюда добраться очень непросто. Поэтому вот тоже, когда мы говорим где, то это вот некий такое преткновение. И если мы даже людей наберем, просто человек, который дежурный по залу, это еще ничего не значит. Ребят нужно готовить. Ни в одном муниципалитете практически, может быть, только в Ухте, в Сосногорске есть адаптивные тренеры, да? И все. А без этого тоже, ну что, тренироваться сами? Это неправильно. Директор учреждения. Здравствуйте. Здравствуйте. Оцените. Нет, пандуса сделан, конечно, по всем нормам. Тут уже никуда не идешь. Здесь единственное, что нету ни стоянки, ни подъезда. Бордюры, это ужасно. Это организовали. Она не может там для нас быть, она должна быть ближе, здесь, конечно. Администрация нам написала, что Тиранова, пользуйтесь рядышком. А Тиранова где у нас? Ну вот там, соседнее здание. Ну что, Входная группа, она сделана по нормам, по проекту, соответствует для маломобильных групп населения, для колясочников. Значит, да,
Это Ну, пока мы дублирование будем сигнала здесь- для слабовидящих. Ну, тот, кто еще и плохо видит, то дверь открывается, говорится. Пока мы здесь будем находиться, ну, датчик будет срабатывать и будет говорить. Значит, тактильная навигация, она здесь есть. Значит, есть у нас еще схема тактильная, мнемосхема, тоже с системой Брайля, где все наши помещения обозначены, их названия, номера, также тоже система Брайля. Здесь есть, работает группа с ментальной инвалидностью, это ну, с нарушением психики, те, которые до 18 лет у нас в центре «Надежда», в центре социальной помощи семье и детям проходят, и там они находятся. А после 18 лет они уже у нас здесь группа, где-то 7-8 человек. Обычно ходят, они постоянно ходят, это те, кто не подлежит, в общем-то... Устройство дома-интернат. Нет, в устройство дома-интернат, скорее всего, не хотят родители, устраиваться, да. да, не подлежит обучению. Да. Звуковыми форматами, то есть это тоже для слабовидящих, для слепых. Значит, это вот творческая мастерская. Ну, специалисты мы только приняли, сегодня первый день работает. Группа, как раз можно заглянуть, посмотреть. Здесь встречи с интересными людьми проходят, разные диспуты. Дальше комната досуга, комната отдыха, где проводят различные встречи с интересными людьми, разные диспуты, разные мероприятия проводят. Музыкотерапия, там есть пианино. Востребованы, приходят пожилые? Да, конечно, у нас группа постоянно, где-то 20-22 человека, она постоянно работает. Просто только вот начали с сегодняшнего дня, можно сказать, сегодня несколько человек, немного, ну и тепло еще не дали. Ну и сезон еще. Кроме психолога. Да. Индукционная панель для людей с нарушением слуха, тех, которые пользуются аппаратами. Ну, она фактически убирает шумы, и человек, где она находится, он хорошо слышит. То есть все посторонние убираются. Она переносная, поэтому, когда у нас появляется человек со слуховым аппаратом, то мы ее можем, то есть может он у психолога заниматься, может он заниматься на каком-то мероприятии быть, в компьютерном классе, то есть мы ее переносим просто.